Информационные итоги дня подводит программа «Новости». В студии Зураб Центроев. Здравствуйте. Лишенный свободы, но не условий. Заключенные чувствуют себя уверенно. Мы отправляем духовенство по линии культуры, спорта, чтобы они участвовали в становлении мирной жизни Чеченской Республики. В тюрьмах республики побывал директор Федеральной службы исполнения наказаний. Ровно год историческому и геополитическому событию. Это историческое событие, иначе как? Целый регион присоединился к России, великой стране. Вся страна отметила годовщину воссоединения Крыма с Россией. А у чеченского референдума солидный возраст. В преддверии 12-летия Конституции Республики мы расскажем о тех, кто выбрал мирный путь и сложил оружие. Республику с рабочим визитом посетил директор Федеральной службы исполнения наказаний России. В ходе пребывания в регионе Геннадий Корниенко ознакомился с условиями содержания заключенных в местах лишения свободы. Главным пунктом визита стала встреча с главой Чечни. Все подробности в репортаже Ясмины Гацаевой. Мемориальный комплекс «Аллея славы», мечеть «Сердце Чечни», Ахмат-арена. Визит руководителя ФСИНа начался с экскурсии по столице. Геннадий Корниенко подчеркнул, что за последние годы Грозный преобразился до неузнаваемости. И немалая заслуга в этом принадлежит республиканским властям. Также он посетил следственный изолятор и колонию номер 4, проверил условия содержания заключенных, пообщался с сотрудниками ведомства. Как долетели? Отлично. Директора Федеральной службы исполнения наказания встречает глава Чечни. До этого Геннадий Корниенко уже успел посмотреть достопримечательности Грозного, которые, как отметил гость, не могут не впечатлять. В свою очередь Рамзан Кадыров рассказал, что в Чеченской Республике принимаются все меры для того, чтобы заключенные чувствовали себя частью общества, могли получать профессию и духовно обогащаться. Заключенные чувствуют себя уверенно, идет исправительный процесс. Мы выделяем средства, необходимые для того, чтобы они могли работать там. Мы отправляем духовенство по линии культуры, спорта, чтобы они были, так скажем, участвовали в процессе становления мирной жизни Чеченской Республики, чтобы они, когда будут выходить на свободу, чтобы они действительно знали, что их посадили для того, чтобы они исправились. Что они не враги, что мы им не враги, что это часть общества наше, и над этим мы работаем, и нам идут навстречу ваши подчиненные, и мы хотим выразить слова благодарности вам и вашим подчиненным в этом направлении. Спасибо вам за то, что вы даете нам возможность, за то, что вы создаете условия для заключенных. По поручению Рамзана Кадырова в местах лишения свободы построены современные спортзалы, улучшены условия проживания. В исправительной колонии номер 2 Чернокозово все желающие могут получить среднее и даже высшее образование. Более того, заключенные имеют возможность и трудоустроиться. Для этого на территории колонии действует несколько производственных цехов. Очень благодарны, потому что вы лично, ваши подчиненные, уделяют много времени реабилитации лиц, которые оступились, которые проходят заключение в местах лишения свободы именно в вашей республике. Сейчас очень много говорит о том, чтобы те лица, которые оступились, попали в такие учреждения, получали полноценную профессию, чтобы они возвращались в общество исправившимся. И в республике, как я посмотрел, делается для этого достаточно много. Это люди в основном оступившиеся, и надо их, естественно, возвращать в общество полноценными гражданами. Для этого есть в республике все условия. Заключение есть заключение, тут никуда не деться. Определенные ограничения, определенные условия тяжелые есть, но тем не менее в республике делается все для того, чтобы это поддерживалось на том уровне и не унижало человеческое достоинство. Поэтому я, как руководитель службы, выражаю вам большую благодарность за то, что вы делаете лично, за то, что делают ваши подчиненные, ну и подразделения, которые здесь находятся, тоже, в общем-то, на хорошем счету. В знак благодарности за вклад в развитие системы исполнения наказания Геннадий Корниенко преподнес главе Чечни именное оружие. Всей души поздравляю. Спасибо. Чтобы он стрелял только когда нужно.
служу Отечеству. Только буду использовать для защиты Отечества. Также президенты от руководства ФСИН получили Абубакар Эдельгириев, Исатум Хаджиев, Шамхан Денирханов и Галас Таймасханов. Отметили Али Ирисханова, который многие годы возглавлял Управление Федеральной службы исполнения наказания по Чеченской Республике. Он удостоен высшей награды региона ордена Кадырова. Награждается орденом Кадырова генерал-майор внутренней службы Ирисханов Али Зайндинович. Самые трудные дни, но он доказал, что он действительно патриот, служил, терпел все. Медалями за заслуги перед Чеченской Республикой Рамзан Кадыров отметил Геннадия Корниенко, а также руководителя УФСИНа по Чечне Анзора Ирисханова. После этого Рамзан Кадыров проводил делегацию, предварительно поблагодарив за визит и сделав фотографии на память. Смина Гацаева, Мурат Эльбукаев, Ибрагим Налаев при поддержке пресс-службы главы республики. Новости. Ровно год с того дня, как в Кремле был подписан договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. За 2 дня до этого, 16 марта, на полуострове состоялся референдум. Перед крымчанами стояли 2 вопроса – быть в составе России, как ее субъект, или остаться частью Украины. За воссоединение с Россией проголосовали 97% избирателей. В то же время Чечня, как и другие регионы страны, принимала беженцев из неспокойной Украины. Более 300 человек были обеспечены гуманитарной помощью, общественным фондом имени Кадырова и трудоустроены. А крымчане, став гражданами России, уже успели убедиться в правильности своего выбора. Подробности в специальном репортаже нашего корреспондента. Подписывают договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Этому событию предшествовал масштабный общественно-политический крымский кризис. Нарастающий языковой и этнический гнет в составе Украины не мог вызвать реакцию среди крымчан. События на Евромайдане, февральский государственный переворот в Киеве окончательно подняли весь народ полуострова на борьбу с украинскими оккупантами. Однако в родную гавань был возвращен Крым именно демократическим путем. Это стало историческим событием, аналогов которому в новейшей мировой истории нет. Спустя год после референдума стало совершенно ясно – крымчане не ошиблись в своем выборе. Сегодня, когда на Украине кровавая хунта уничтожает собственных граждан, крымчане живут в мире и согласии многонациональной России, рассказывает глава полуострова Сергей Аксенов. По его словам, никакие санкции, угрозы, шантаж, потоки вражеской лжи не заставят крымчан отказаться от сделанного выбора. Российский Крым будет самодостаточным и процветающим. Именно благодаря тому, что Рамзан Ахматович первый позвонил, так сказать, по помощи, которая была на тот момент необходима, и хорошие слова, и всегда же готовность помочь, она поддерживает, так сказать, дух. Но всегда на нас могут рассчитывать, и он должен знать, что в Крыму всегда поддержка будет на публичном уровне, то есть на уровне населения. Люди знают, еще раз говорю, своих героев, тех, кто помогал, тех, кто решал вопросы, поэтому еще раз низкий поклон Чеченской Республике. Что конкретно приобрела Россия вместе с Крымом и Севастополем? Начнем с того, что полуостров Крым – это более 26 тысяч квадратных километров земли и более 2 миллионов наших новых сограждан. Кроме того, Крым для России – это 4 мощных полноценных морских торговых порта и 17 портопунктов, 530 крупных и средних промышленных предприятий. Вместе с тем, Крым – это примерно 2500 километров побережья и пляжей. Поэтому спонтанно возникший в прошлом году в интернете лозунг «Крым наш» звучит и будет звучать гордо, рассказывает известный блогер Александр Антонов, который до вступления Крыма в состав России поддерживал дружеские отношения с чеченским народом и лично с Рамзаном Кадыровым. Ждали мы с нетерпением все 23 года, когда наконец воссоединимся с Россией, и нам посчастливилось дожить до этого момента, и это все случилось. Огромное спасибо Чеченской Республике, что одними из первых протянули нам, так сказать, руку помощи. Чеченцы с первых же дней поддержали народ Крыма и позицию президента России Владимира Путина в этом вопросе. Ситуация на полуострове, где проходили митинги за и против отделения Крыма от Украины, более серьезно обеспокоен глава Чечни Рамзан Кадыров. Смену власти в соседней стране политик считал государственным переворотом, предлагал в случае необходимости отправить в Крымскую республику чеченских миротворцев для помощи братским народам. Чеченская республика была одним из первых регионов, который отправил гуманитарную помощь на Украину. Сотни беженцев получили продукты питания, бытовые принадлежности, оборудование, медикаменты. Средства выделил региональный общественный фонд имени первого президента Ахмата Хаджи Кадырова. В один день
сумел собрать это. Я видел искренность, все его отношение к русской весны, поддержка русской весны в Севастополе, не только в Севастополе, а вообще на Украине. Там, значит, его принципиальная позиция, прямолинейность, понимаешь, которая резко его отличает от любых других политиков, и честность. Глава Республики Крым Сергей Аксенов уже приезжал в Чечню с официальным визитом. В то время руководители субъектов России обсудили совместные планы в образовании, здравоохранении, спорте и молодежной политике. Кроме того, Аксенов и Кадыров рассмотрели варианты участия чеченских бизнесменов в развитии курортов Крымского полуострова. Почетный гость вручил Рамзану Кадырову медаль за защиту Крыма и выразил уверенность, что чеченский лидер сделает все, чтобы помочь Крыму возродиться и крепко встать на ноги. Медаль за освобождение Крыма. Все. Да, так, давайте. Служу России! Так, это удостоверение. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам. В любое время, Спасибо вам. по любому вопросу для возрождения нашего Крыма мы готовы во всех отношениях участвовать, экономически, политически, военные. Мы должны делать все для того, чтобы Крым процветал. И мы всегда поддерживаем ту направление, которую поддерживает наш президент Владимир Путин, и мы всегда с вами. И вы, я думаю, не сомневаетесь в этом. Никаких сомнений. Вы первые были, кто позвонил, поэтому у нас когда самая горячая была пора. Так что верное плечо друга мы чувствовали, знали, что нас то есть не оставят, так что мы тоже шли вперед. Рамзану Кадырову также вручили награду от Министерства обороны страны. Медаль за возвращение Крыма передал командующий войсками Южного военного округа Александр Галкин. Высокой награды глава Чечни удостоен за отличие, проявленное при обеспечении безопасности мероприятий, связанных с защитой прав и жизни граждан Крыма, а также при проведении референдума в республике в 2014 году. Награжден медалью за возвращение Крыма Кадыров Рамзан Ахматович, глава Чеченской Республики. Самое главное, что Крым вернулся в лоно России без единого выстрела. Вот вы вложили огромный вклад, и самое главное, вы вложили душу. И я знаю точно, что любой офицер, любой солдат, он всегда знает, что если обратиться к Кадырову, то он всегда окажет помощь. Спасибо вам за это. Разрешите. Поздравляю. Спасибо. Это вот награда, а здесь... Служу России. Сейчас Чечня и Крым реализовывают совместные проекты. Одна из основных задач – создание совместного туристического продукта. Уже с апреля этого года чеченские дети смогут посещать курорты Крыма. После присоединения полуострова к России первым на отдых сюда отправились ребята из Чеченской Республики. Более 8 тысяч школьников отдыхали на Черноморском побережье. В крымских лагерях детей хорошо кормили и развлекали. Если честно, это самое лучшее место, где я раньше бывала. Здесь очень отлично кормят. Мы еще на экскурсии ходили, вообще очень классно. И очень хотелось бы сказать большое спасибо Рамзану Кадырову, то, что он устроил нам такой замечательный отдых. Также сотрудничество надежное и в армейском деле. 25 чеченцев сейчас служат на Черноморском флоте в городе-герое Севастополе. Они с честью выполняют возложенные на них боевые задачи. Среди реализованных проектов крымско-чеченского сотрудничества регулярный авиарейс Симферополь-Грозный, межнациональная связь, налаженная в сфере культуры. В Крыму уже прошли Дни культуры Чеченской Республики. Жители полуострова смогли окунуться в атмосферу национальной музыки и танцев. Сейчас в Крыму проходят празднования, которые продлятся в течение недели. В этот день в рамках акции воссоединения подняты флаги новых регионов России в столицах областей и республик. Депутаты Крыма и Симферополя объявили 18 марта выходным днем в своих регионах. Одновременно крымские парламентарии направили в Госдуму предложение объявить День присоединения регионов к России общегосударственным праздником. Зура Салама, Луиза Батыжева, Луиза Юнусова. Новости. А в Грозном состоялся митинг, посвященный годовщине воссоединения Республики Крым и Севастополя с Россией. На территорию мемориального комплекса «Аллея славы» вышли более 10 тысяч жителей республики. Ветераны Великой Отечественной войны, представители молодежных, общественных и религиозных организаций, члены политических партий, студенты и даже школьники. Одна из самых значимых дат в современной истории России, День присоединения Крыма и Севастополя, стал настоящим национальным праздником. На улицы Грозного вышли более 10 тысяч человек, показывая тем самым свою солидарность и причастность к главной политической победе страны. Историческая справедливость, наконец-то, благодаря четкому подходу
нашего руководства восторжествовало. Второе, по факту выхода чеченского общества сегодня на улице города Грозного, этим чеченцы выражают всему российскому обществу свою соучастность в развитии российской государственности, в единении России и в единении народов России. Тысячи людей, среди которых студенты, представители общественных организаций, жители районов республики и города, стали собираться на площади перед Аллеей Славы. Они несли транспаранты с именем президента страны. Именно его политическая стойкость и непоколебимая воля позволили крымчанам вернуться в состав России. Воссоединение Крыма, оно должно было совершиться давно уже. Это историческая земля России с тех веков. Но то, что сегодня принято Путиным решение, это правильное решение. Что вся Чечня это решение поддерживает, и в том числе вся Россия. Руководители различных общественных организаций выходили на сцену, чтобы рассказать собравшимся об особой значимости возвращения исконно русских земель. Нужно отметить роль нашего главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, который в трудные минуты, важные минуты поддержал руководство Республики Крым и города Севастополь и народы Крыма в трудные минуты, в трудные часы. И, может быть, вот эта поддержка послужила поворотным моментом и в выборе, который они сделали на референдуме. Официальные выступления сменил праздничный концерт. Не испортил торжества в этот вечер даже моросящий дождь. Всеобщую радость за крымчан и гордость за страну молодежь, которая сегодня была в большинстве, выражала в национальном танце. Адам Хаджиев, Магомед Сулейманов. Новости. Годовщину возвращения Крыма в состав России молодежь Чечни отметила велопробегом. 30 велосипедистов прокатились по центральным улицам столицы. Вместе с ребятами в пробеге приняла участие и наша съемочная группа. Любовь к активному отдыху плюс патриотизм. Велосипедисты с разных концов города собираются у Дворца молодежи, чтобы выразить свою солидарность с участниками сегодняшнего митинга. В их руках флаги Крыма, России и Чеченской Республики. Ведущая здоровый образ жизни молодежь решила участвовать в этом пробеге. Решили таким образом проявить свою солидарность, пожелать им процветания республики, чтобы наша общая Россия, наш дом процветал. Начало маршрута проложено по проспектам Путина и Ахмата Хаджи Кадырова. Участники велопробега прямо на ходу делают селфи на фоне длинной колонны. Настроение очень даже хорошее, эмоции захлещивают, всем очень нравится. Отличное настроение, сегодня очень удачная погода сопутствовала нам, поэтому мы решили его провести. Все нормально будет. Несмотря на немалую скорость, велосипедисты выполняют интересные трюки. Чаще всего показывают езду на одном колесе. У Ахмат-арены участники остановились на небольшую передышку. Спустя час колонна уже замыкает круг по столице. Объездив почти все главные улицы города, велопробег, посвященный годовщине со дня присоединения Крыма к России, символично завершается у памятника дружбы народов. В велопробеге в основном принимали участие члены клубов «Гореть» и «Старт», однако в пути к колонне присоединялись и любители. Весь путь пробега составил более 17 километров. Большая довольно велотусовка, любители покататься, вот вы видите всех их. Настроение шикарное, эмоции великолепные, велопробег был просто интересным, что-то новое для города. Времени на отдых у велосипедистов немного. После короткого перерыва они снова начинают свой путь. Хамзат Аюбов, Муслим Типаев и Луиза Юнусова. Новости. И в продолжении крымской темы на берегу живописного озера Кизиной-Ам прошла межрегиональная конференция. Ее главная тема – к истокам взаимоотношений народов Крыма и Кавказа. Актуальные вопросы обсуждали гости из Крыма, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Дагестана. Всего более 40 человек. Подробности у Аслана Эльбукаева. Совсем недавно Кизиной-Ам провожал участников первого высокогорного молодежного спортивного образовательного лагеря. А уже сегодня здесь встречают гостей из республик СКФО и Крыма. Они прибыли в высокогорье Чечни, чтобы принять участие в межрегиональной конференции, посвященной вопросам взаимоотношений Кавказа и Крыма. Такие конференции, пусть не кирпичик за кирпичиком, но будут показывать всем недругам, что мы, как всегда и как никогда даже, едины и готовы идти до конца за нашими убеждениями, за тем задачам, выполнением тех задач, которые перед нами стоят. И президент, и правительство, и глава республики Рамзан Кадыров, что мы не отступим.
В ходе встречи обсуждают и проблемы современности, в частности, распространение экстремистской идеологии среди молодежи. Представитель Центрального духовного управления мусульман Крыма Таврического муфтията Энвер Ахметов рассказал, что только совместные усилия помогут побороть радикальные течения. Конечно же, наверное, с первых встреч результатов конкретных, полных получить, наверное, не получится, но в дальнейшем плодотворная работа. Мы надеемся, что делегация из Министерства молодежи приедут к нам в Крым, где мы соберемся, сделаем конференцию и также плодотворно это будем практиковать у нас в Крыму, и, иншаллах, будет полезным и добьемся результатов. Большую роль в воспитании детей играют родители, и именно они должны дать своим детям правильные знания об истинном исламе. В Крыме, мы знаем, очень много проживает мусульман, коренных татар, крымских. Наш глава в свое время, даже до вхождения Крыма в Россию, помог построить мечеть в Крыму на средства фонда Ахмада Таджи Кадырова. Итак, сегодня мы побеседовали. В дальнейшем намереваемся сотрудничать. Уже после чтения докладов участники встречи подвели итоги. По завершению работы все участники конференции получили благодарственные письма от Министерства молодежи, однако на этом пребывание гостей на казино Ам не завершилось. Их ожидает еще экскурсия в высокогорное село Хой. Астан Аль-Букаев, Султан Умаров, Абубакар Абазов. Новости. А в Грозном прошла конференция, приуроченная к годовщине воссоединения Крыма с Россией. В ней приняли участие министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации, историки и студенты. Здесь отметили, что год назад Россия не только выступила на защиту крымчан, но и интересов государства. В своем выступлении Шаят Джамалдаев отметил, что всевозможные попытки Запада развалить великую державу не увенчались успехом благодаря сильному национальному лидеру, президенту страны Владимиру Путину. Этой же теме был посвящен круглый стол в Национальной библиотеке. Здесь собрались представители законодательной власти, Общественной палаты, молодежного парламента и студенты. В этом году Конституции Чечни исполняется 12 лет. Для республики 23 марта означает нечто большее, чем просто день принятия основного закона. Путем голосования народ сам определил свое будущее. Этот день явился поворотным в жизни каждого жителя Чечни. С 23 марта 2003 года началась новая веха в истории новой республики. К годовщине Конституции мы приурочили специальную рубрику. Наш очередной репортаж о тех, кому дали шанс вернуться к мирной жизни. Мы все сделаем, чтобы устроить вас в нормальную жизнь. Призыву первого президента республики вняли тысячи людей. Благодаря его усилиям и личным гарантиям оружие тогда сложили более 7 тысяч человек. Большинство из них встали на защиту мира в Чечне и целостности российского государства. Многие из них сегодня верно служат своему отечеству. И Бог гордабина, та агуш просветятер, он дахаш гуш каниятер, горденно. دلا قان ديكنيك خدو قان ديكنيك خدوورس صانا تعدي سرح إخاني دعيالر خان عيني دعيالر سكاج دم سو خوج دوت ثاني سو شو ما داسر هم نقاش وخق مصو هم ديكشوني خل غوشني خل داخ ويلان دلا قان دي سو موغ гуш дада сработает дичи. Лечи Арзумиев попал под амнистию в 2006 году. Свое решение о возвращении к мирной жизни он считает одним из самых важных. С тех пор он служит в 249-м отдельном специальном моторизованном батальоне. Людей с похожей судьбой в полку немало. Однако в их верности и преданности отчизне никто никогда не сомневался. Часто служить яша чисто ночи Богоза, цаши ола сюлиу. Шабеш Олша, Рил Колкса, Масу Аур Хилмадиз, устав. Ду первый, по уставу, Хазолша Хилмадиз Ашлухту. С возвращением региона к мирной жизни служба стала гораздо спокойнее. Появилось свободное время и для занятий спортом. Для этого в батальоне созданы все условия. Более 20 служащих даже выступают на профессиональном уровне. Чемпионские кубки стоят на самом видном месте. Свободно соревнования. Кажется, что я ханис иншан чуа, что хан лайцан, что особенно бабу ждина, что тренер как готовит больше. Батальоне достижения, хинст ар хан чуа, что диктолу шо, да мала, как аванс, как что твои решо.
5 раз в день бойцы собираются на молитву в мечети, расположенной на территории воинской части. Здесь даже есть курсы для желающих изучать священный Коран. Именно такой мечтал видеть регион первый президент Ахмад Хаджи Кадыров. Мирная и процветающая республика с традиционными духовными ценностями, исповедующая истинный ислам. Это то, за что голосовал чеченский народ на референдуме, и то, ради чего Ахмад Хаджи Кадыров отдал свою жизнь. Луиза Батыжева, Хамзат Аюбов, Муслим Типаев. Новости. Сотни столичных улиц нуждаются в замене водопроводных и канализационных сетей. Особо остро эту проблему чувствуют жители домов от улицы Погуляева до Социалистической. Сейчас здесь ведется замена коммуникаций. Из-за ремонтных работ остановлено водоснабжение. В проблеме разбиралась Алевтина Банадыкова. Ни капли воды из крана – это сегодня не прихоть профильных организаций, а вынужденные меры. Ликвидация аварии на канализационном коллекторе по улице Пограничной длится уже не один день. Все стоки просто уходили в канаву. Терпению жителей пришел конец, они написали жалобы во многие инстанции. И вот результат. Задействованы 12 единиц техники, спецтехники, 3 бригады. Руководством МУП «Водоканал» и под надзором прокуратуры Старопинского района дано задание в кратчайший срок полностью прочистить этот коллектор. Многочисленные аварии, так раздражающие жителей, отключение воды, итог изношенности водопроводных сетей. В один миг их всех не поменять, но вот с пониманием отнестись к тому, что работы порой ведутся не один день в силах каждого. И здесь, пожалуй, единственный виноватый – это время. Сети, так сказать, у нас старые, требуют модернизации, требуют замены в основном. Все сети забиты, в основном вот этот коллектор до логического завершения он не был доведен. Жители домов от улицы Погуляева до Социалистической совсем скоро тоже могут спать спокойно. Сегодня ведутся работы по монтажу 245 метров канализационных сетей на глубину 2 метров и установке новой пластиковой трубы. После этой накладки канализации мы заново будем восстановить тут водопровод. И все, по этой улице мы завершим до конца марта месяца. Свою работу сотрудники водоканала активизировали с приходом весны. В холода менять трубы было просто невозможно. Поэтому к укладке водопроводных сетей здесь приступили с наступлением тепла. Мы проводим трубы канализационные. Копаем и прокладываем линию по улице Погуляева. Провести сразу работы по ремонту водопроводных и канализационных сетей на всех улицах города сегодня невозможно. Нужно время и техника. Еще понимание того, что за час и порой за день проблемы ветхих коммуникаций решить невозможно. Алевтина Банадыкова, Султан Умаров, Мурат Эльбукаев, Изелим Закаев. Новости. Продолжаем выпуск. В нефтяном университете прошла международная конференция, посвященная вопросам внедрения новых технологий в строительстве. Они помогут вести мониторинг строящегося объекта от проектирования до эксплуатации. На форум съехались более 50 руководителей различных предприятий, компаний и вузов, как России, так и из-за рубежа. Основная цель форума – обмен опытом и научными достижениями. We are going to see many changes in the IT and GIS industry, and I think this conference is a very good platform to share those, let's say, experience and changes among the mark shaders in Russia. Компания Leica готовит множество изменений в геодезических технологиях, в измерительных технологиях, в GIS-решениях. И эта конференция очень хорошая платформа для того, чтобы обменяться этими данными о том, что будет происходить в будущем. Грозный прекрасный город, да, с отличной инфраструктурой, с очень сильными университетами. Отличное место для того, чтобы организовать такую конференцию для обмена опытом. А в Академии наук Республики прошла презентация 2-го тома чеченского фольклора. Это сказания и былины, собранные Сиражды Эльмурзаевым в середине прошлого века. Обновленное издание представил автор труда, кандидат филологических наук Исмаил Мунаев. Он рассказал, что вместе с ним над книгой работали филологи, историки и даже студенты. В Министерстве образования и науки прошло межведомственное совещание под руководством заместителя председателя правительства Абдуллы Магомадова. Обсуждали организацию медицинского обслуживания школьников. Проект реализуется в рамках постановления правительства республики о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного, общего и среднего образования на территории Чечни. Героини нашего следующего сюжета не страшны ни финансовый кризис, ни падение рубля. Кимсат Авдоева занимается ведением домашнего хозяйства. Приусадебный участок почти полностью засеян овощами и ягодами. Огород соседствует с коровником и курятником. В рационе семьи Авдоевых мало покупного. В этом убедилась Зора Саламова.
Семья Авдуевых пользуется только плодами своего труда, выращенными на своем огороде, но для них главный кормилица. Трудовые будни начинаются с первым таянием снега. На небольшом участке земли Кемсет может заботливо разместить с десяток овощных культур. Грядки с корнеплодами и овощами высажены так, чтобы не мешали цвести. Урожайным выдался картофель до 15 мешков с 6 соток. Хватает на зиму, еще остаются клубни для посева на следующий год. Картофель шехан даить хатамаялы урожай. Уже сезон сажать. 8 до 10 до 15 марта даить урожай. Сейчас Кемсет Авдуева окучивает кусты с клубникой. Несколько грядок красной ягоды обеспечивают витамином всю семью и хватает запасов на зиму. Главный источник железа начнет цвести уже через несколько дней. Вот я подрыхлила. То, что не нужно, убрала усики, все. Удобрение дала. Вот, чтобы вода шла, это поливать, чтобы это все готово. Впрочем, в огороде есть и другие представители ягодно-фруктовых культур. Малина, ежевика, яблоки нескольких сортов. Уже в мае появятся первые плоды ранней черешни. О богатом урожае можно судить и по количеству банок в подвале. Запасы хранятся еще с прошлого года. И черешня, салаты, малаты, варенье. Лето еще за зиму, лето еще, конечно, опустошить на духане. Небольшой участок земли в огороде отвели для посадки клевера. Это растение – лакомство для домашней птицы. В хозяйстве несколько десятков кур. Совсем скоро им придется потесниться. Вылупились желторотые цыплята. Сейчас они набираются сил в тепле. Это для них главное. Рядом с курятником коровник. Здесь несколько голов крупнорогатого скота. В ближайшее время Авдуевы будут расширяться. Докупят коров, гусей и уток. Вот такой небольшой семейный бизнес в условиях кризиса. Зура Саламова, Стамир Хаджиев, Джамал Хаджалиев. Новости. В Грозном прошел республиканский турнир по вольной борьбе среди юниоров. Соревнования приурочили к годовщине вхождения Крыма в состав России. На ковре встретились более 100 воспитанников детских спортивных школ. Они продемонстрировали хорошую подготовку. Победителей и призеров наградили грамотами, медалями и кубками. Организаторами состязания выступили Министерство спорта и Федерация спортивной борьбы. И на этом все. Спасибо, что были с нами. Адекиэлшу.